Здравствуйте! Время познавательной развлекательной программы «Жизнь замечательных детей» и ее ведущих Сальмы и Зубейра. Эти полчаса вы проведете весело и с пользой. Обычно мы спрашиваем у людей, как правильно, каталог или каталог, но в Международный день грамотности решили проверить самих себя. Редакторы программы «Жизнь замечательных детей» подготовили вопросы, на которые мы с Сальмой ответим. Готово? Угу. Что ж, первый вопрос. Как правильно, сверлит или сверлит? Сверлит? Нет. Глагол «сверлить» очень похож на другой вредный глагол «звонить». В настоящем времени ударение в глаголах, похожих на «звонить», падает всегда на последний слог. Сверлю, сверлишь, сверлит, сверлим. Следующий вопрос. Чего? Авокадо спелый или спелое? Спелое – это слово среднего рода. Начато или начата? Непростой пример, который регулярно попадается на ЕГЭ в заданиях по орфоэпическим нормам. Сложность его в том, что ударение на последний слог ставится только в форме женского рода, в форме мужского и среднего, а также во множественном числе. Ударение в кратком страдательном причастии падает на первый слог. Какого рода слово брокколи? Брокколи – это капуста. Капуста женского рода, значит и брокколи тоже женского. Вы же понимаете, что редакторы подготовили не только вопросы, но и ответы. Ты что? Ты зачем меня сдала? Я хотел показать, насколько я умный. Последнее предложение и сценарий второй серии первого ингушского мультсериала готов. Уже через месяц зрители узнают, чем продолжатся приключения главных героев двух орлят и их семьи. ناني فتسك سواع تخونا مقدي دادين مو اشتغوت ديار ما قلت مديك بوخبز. Команду благотворительного проекта «Безликие» ждут долгие часы работы, раскадровка сценария, разработка персонажей и локаций, озвучка и монтаж. Шунбарт хули молла марса халра халонах чахло дыша вайдяш яхат барт игаш тиски яхадас юхязи. И все это для того, чтобы дети могли смотреть мультфильмы на ингушском языке, обучаться ему и ингушским традициям. Игр халха азж даязю азж даязят шут текст системянги азж даязят шут хак цу сурт аязду сурт аязя система верлинги тахка хош ахи окус кезигвил вес окус цемхар халвес елз ваха халвес ягад ваха халвес евел хаш халвес измотиги жит охтогдес е ца матер ваха халвес измотиги хаж окус ер хустес ер дадактес юцяка даязю усас хар вар юцяк даязвеш богбу إذا ديال أخيتم صحام بابي أرح رجسور رجي أزج خرجي بوانخي حقوق بيج أزبوخ بين واش تخوج به ديال أخيتم دقة خلابا بوخ ملابر به أزدين صرت أياز ديش خلر بقدر خلدلي أزمسخان أولج ده أحيجو مطولم بواق أحيجري سلجو مل خلمات صغرا تنحدو داتش حمدات. Параллельно с сериалом об орлятах выходит многосерийный мультфильм о семье львов. أقصيت أرشلتت أصحوخ وقلهتنخو سنتحق حمد الدهتعة. В разработке находится картина о брате и сестре Берси и Дейси. Участники проекта хотят, чтобы их герои стали примером для детей. طبعا يونسكو دوجلحتر دادوش متاشتي بحبي غلمت أخوي اشتهيجي ويدال أندلي استوير حار بحقا غلغي مت غلغي قم دين خلر داخل خلر لديشتنين داخل ده. Безликие объединяют уникальные знания и стремление сохранить язык и культуру народа. Участники уже перевели и озвучили фиксики, три кота, Маша и медведь, пингвины из Мадагаскара, Нуса и Рара. خاديجي سون بالبا سون با سونا В копилке проекта учебники по изучению ингушского языка, игры и свой видеохостинг, на котором будут мультфильмы исключительно на ингушском языке. تغنى زموتوي لوربي دوكي زموتوي داخو داها ديبل بولش بارج بولش ناخص ليلب بولش ويقهيك دوكي اكهاوي وهو بس بيرش حنياغش ويداجي هات بير عندير قيرت يازدا يوزمود صدوها زعنق بولج صار موت حباغج از موت ووتسو بولش از موت ليلب بولج وهو بس كاستا بيرش
Аштағаныш бережі, телефонышты, компьютерышты, интернете, соцсети ол, теп-теп ахамаш кеш. Я издуатсыжы, әрсен мотты, қабыл мотты, из мот шары бөжі, дадолхыждыш береш. Ақвейе бері киношсы, из мот саны ач болған. Сарсы, зметті цахуд долыжы мот кевелелер. Побегу домой после эфира и сразу же сяду смотреть мультфильм про семью львов. А зачем ждать окончания программы, когда мы можем посмотреть его прямо сейчас? Так еще и с нашими телезрителями. Ух ты ж, давай. غرج ميالش دادي تليفوني الو لدوخاس Маршал духок, фудвайцах. كيرت حمدات وقز بيرش سياخسو Биришт мерзда рж ицатас, жгат обболж да алмег духун царк. واي مديك بولغ بس ميرش واغلحو هنس خون بباس أقارك بيرش شوك باق تحديك بس دادي ميرس حماش إتسايشون مديك بوغبز بقد تحمم ده جيا يشخوجات شن حمدي آتشولت إحغمار هات أس جابل دي دولش حار ديسون حندا حد واش إزلار ما تشرحه سولي لومي ازي حدا حدز ده حديوي ده حد لومي حلق أشوال لرماج مجد ازلام بحال صقوين وما دق حماجي ويلرماجي دار يق خذ ميوخت اوهو مدز دير ده مش تحط ضحق الدوير إليوي واش تحور حبقة ديلا لقي حال تقدين خي عتمليوي وي أدرش قوس لوز جليلت يقع حار يا خي تشيتش واشق إن بطحق بطخ خي حقدين اقصباشش بضحكك بحاجة فدر حغوي مجد ده از شلانك حياح كحقا تشسر في دراج حالة واشت ايش دوخي حدا حدوي لومي ولي احدا وين خي مجد ده هانت فتت دبي صابر, أي فتو $9. نعني نحار ده حبيزن بولش درتخو بقد قالي سودز ده هم دشان دك دي خار. صابر ديل, واش فدي خويشان. فدش بقح دادي كادش يبوغا شتدح مارديزت شان نانين حار. صو خواتشم خو بطسن. رياز ديشا. رازد دال دوخ ديشو سبيرش حنش أبل كيتش دولج مسنيت حن حمدا إيشولج دوي مديك بوغبز Сегодня даже самые консервативные родители знают, чем худи отличаются от толстовки. А вот почему толстовка называется толстовкой, известно далеко не всем. Потому что она из толстой ткани, потому что она для толстых, или же потому что ее придумал Лев Толстой. Смеетесь? Очень зря. История этого слова действительно началась с русского классика. Представитель графской ветви дворянского рода Толстых, военный офицер и признанный гений, в какой-то момент отказался от прихоти и удобств богатой жизни. Лев Николаевич занялся физическим трудом, стал вегетарианцем, полностью отказался от табака. Одежду выбирал максимально простую и удобную. Никаких костюмов, жилетов и часов на цепочке. Сам писатель называл эту концепцию опрощением. Его длинная просторная рубаха с черным поясом стала символом опрощения. Именно в ней Толстой и вошел в историю. Лев Николаевич был известным и популярным человеком, поэтому у него было много последователей. Они тоже стали практиковать опрощение и носить такие же, как у Толстого, просторные длинные рубахи, однотонные из простой ткани, без вышивки и узоров. Такие рубахи называли толстовками, и мода до них дошла и до других стран. Во Франции носили блуз а-ля Толстой, а в Англии Толстой блуз. В
В 80-х и 90-х годах, когда до СССР, а потом и до России дошла мода на традиционные американские спортивные свитеры, которые назывались sweatshirts, для них потребовалось удобное русское название. И вот тогда у родного и уютного слова «толстовка» началась вторая жизнь, уже в новом качестве, в котором оно успешно существует и сейчас, мирно соседствует с заимствованным худи. Кто сказал, что учеба это что-то скучное и неинтересное? Я один раз зашел на YouTube, бил в поисковике «Школа прикола» и ухахатывал минут 40. Поэтому сейчас я покажу вам свою версию грызения гранита науки. Вашему вниманию представляется подборка роликов, показывающая всю изнанку непростой школьной жизни. Начнем с того, что загруженный график выдерживает не каждый школьник. По 5-6 уроков каждый день, плюс еще факультативы, кружки и секции. В школе выпустить пар не получается, поэтому держать удар приходится дома родителям. Портфель тяжелый, прихожу туда, достаю все это, делаю. Потом прихожу домой, собираю портфель, делаю уроки до вечера. У меня целый день нужно это сказать, а мои полдня сидеть там, на компьютере, глаза крутить. У вас высшее образование или даже 2? Сделайте домашнее задание со школьником 4 класса и почувствуйте себя неучим. А вообще, некоторые школьники считают, что домашка нужна только для того, чтобы поссорить детей и родителей. Высота сосны 32 метра, березы на 14 метров меньше. Значит, березы меньше. Папа, как ты это не понимаешь? Береза больше. Может, я тупой? Береза больше, папа. Высота сосны 32 метра. Я тебе слово, тут слово «да» не добавлено просто, папа. Березы, а не сосна больше. Подожди. Ты не понимаешь. Вот как это не понять? Я не знаю. В процессе выполнения домашнего задания проклятия посылаются по самым разным адресам. Пифагору за его теорему, Ньютону за его закон всемирного тяготения, Менделееву за периодическую таблицу. Но больше всего достается поэтам и писателям. Ты стих уже за четверть. 5-й стих за четверть? Да. Ну, так жизнь такая несправедливая, что сделать? Все. Да, читать все. Не запоминать же. Ну, надо развивать память. Ну, надо запоминать. Память развивать. Да она у меня и так развита. Федя, ну давай учить уже. Всего лишь 3 класс, тебе еще 8 лет учиться. Дистанционное обучение тоже оказалось явлением непростым. Не все школьники выдерживали полуторачасовые гляделки в экран монитора. Ники, 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 wake up. Ники, Ники, Psh. Ники, Ники, wake up. Wake up. Open your eyes. Eyes open. Open your eyes. Yeah, open your eyes. Don't sleep, Niki. Niki, Niki. Терпение нам, школьники, терпение, сил, смелости и упорства. Пусть все предметы будут увлекательными. Учителя интересно и легко объясняют темы. Уроки пролетают незаметно, а учеба приносит удовольствие. И старайтесь не становиться героями таких видео. Адам Тутаев стал полуфиналистом детско-музыкального телешоу «Ты супер». Вокалист исполнил классическую неаполитанскую песню «Вернись в Соренто». Жюри конкурса остались в полном восторге. В проекте
участвует и старшая сестра Адама Лина. О ней мы рассказывали в одном из прошлых выпусков «Жизни замечательных детей». Адам и Лина учатся в Малгобекской музыкальной школе, обучаются вокалу и выступают в различных музыкальных площадках. Сейчас брат с сестрой находятся в Москве и готовятся к следующему этапу конкурса. Мы вышли с ними на связь и задали несколько вопросов. Адам, Лина, привет. Как настроение? Привет, у меня хорошо. А у тебя как, Адам, настроение? Тоже. Почему ты выбрал именно неаполитанскую песню? Потому что она очень красивая и мелодичная, и она мне очень понравилась. И когда я во время исполнения я думал о своем городе Малгобеке, потому что я о нем скучаю. А не сложно было петь на иностранном языке? Итальянский язык, он легкий в произношении и очень легкий. И я очень много репетировал, и мне было легко. Перед конкурсом ты сильно простудился. Насколько это усложнило твое выступление? Я волновался, потому что я думал, что я во время исполнения захриплю. Но перед выступлением я зашел к фониатору, и он мне что-то брызнул в рот, что-то, сделал какие-то лекарства. И потом, после этого, благодаря ему, я выступил хорошо. Больше всего меня тронуло это Игорь Крутой и Ани Лорак, потому что Игорь Крутой сказал то, что я настоящий кавказский мужчина, а Ани Лорак сказала, когда я исполнял песню, то, что я трону ее сердце. У тебя есть манера, у тебя есть тембр, в тебе есть такое мужское начало какое-то даже в твои 9 лет. Такой, знаешь, кавказский мужчина с темпераментом, спрятанным где-то там далеко внутри, но... Мне кажется, у тебя будет успех. Спасибо. Лина, а когда покажут твое выступление? Мне не терпится на него посмотреть. Все мои друзья, родственники звонят и спрашивают, а когда же будет выступать Лина? И я отвечаю, совсем скоро ждите. Смотрите на канале Ты Супер. А какую песню ты будешь исполнять, если не секрет? Я была в роли королевы с этой песней и посвящала ее одному из членов жюри. Но какая будет песня, вы узнаете, когда посмотрите программу. А перед выступлением ты волновалась? Так как я выступала первая, конечно, волнения были. Но когда я вышла на сцену, волнение пропало. Спасибо, ребята, удачи в следующих этапах конкурса. Напоминаем, на связи с нами были Лина и Адам Тутаевы. Эфир с Линой покажут на телеканале НТВ 15 сентября в 20:20. Не пропустите. Хойшан. Писатель. Юазунху. Врач. Лор. Ученый. Элманху. Охотник. Чара. Сторож. Хэху. Пастух. Роккас. Лесник. Хюнху. Пожарный. Тиюайр. Повар. Нуаналху. Строитель. Гышлонху. Художник. Суртенч. Музыкант. Зурманч. Переводчик. Толмач. Судья. Кылху. Продавец. Йохкарху. Певец. Или аларху. Хойшан. Что ж, друзья, на этом наша программа подходит к концу, но в следующих выпусках будет еще интереснее. Не пропустите. Увидимся с вами через неделю. До новых встреч. Пока. Муха летает. Ай, да ты чё?
Подожди. Земля говорит здравствуй. Блюз а-ля Толстой. Там-там-там-там-там, та-да-та-дам, та-дам-та-дам, та-дам. Тудум-тым. Как интересно. Домой пойдемте. В заданиях по орфоэпическим, эпическим. Да спокойно вообще, расслабься, не надо нервничать. Ты злее моей бабушки, когда она знала, то, что тряпка подорожала на 1 рубль. А можно мне суфлер в студию? Ай, ну мы не можем, это смешно слишком. Все, я готов. Скоро у меня будет страдательное причастие. Ничего страшного, мы вырежем это.